Ақшам шерифлеріңіз қайырлы болсын. Билет телеканалының сайғылы мұхлислері. Доброго вам вечера, дорогие телезрители. В эфире программа, цикловая программа «Уч Фильджан Хаве». В этой программе мы рассказываем о значимых событиях, происходящих на территории нашего полуострова, о значимых, узнаваемых людях. У нас принимают в программе участие ученые, профессора, инженеры, агрономы. И вот сегодня я представляю вам одного из ветеранов, активистов национального движения крымских татар, Рифата Годженова. Да. Я приветствую вас, Рифат. Çok sağ olunuz. Çok yıllardan sonra Rashid Bey, kısmet oldu bizge, görüşmege. Bu bizning telekanalda. Men pek sevinem. Men aklımda sizden biz Taşkent'te çok görüşmelerde iştirak etken edik. Vaqtda siz yaş ediniz dağın. Lakin siz pek aktivna vatanımıza qaytmak için, ufuklarımızda tiklemek için hoşulganınızga. Mana kısmet oldu. Bugün bizge qaytıp gelip vatanımızda yaşap bu acayip telemizde görüşmege. Şunun için men pek memnunum ve isteyim gelecekimiz de yaxşı olsun. Çok sağ olыңыз. Рифат ага, вы, как я уже сказал, активный участник национального движения. Вот недавно мы отмечали годовщину образования Крымской республики. Да. Что вы можете сказать по этому поводу? Недавно мы встречались на Мусе, и к нам пришел Заурбей, наш председатель Рейскомнатса. Мы обсуждали эту тему, и, собственно говоря, это наше предложение было, чтобы отметить 95-летие создания нашей Крымской автономной Советской Социалистической Республики. И мы рады, что, идя навстречу, вы, телеканал, эти мероприятия провели. Вчера встречались с нашими ветеранами национального движения, активистами. И до этого еще говорили. Ну, сегодня еще очередная встреча наша за 3 чашки кофе. Он сауэлыңыз, что откликнулись. И все наши соотечественники, видимо, сегодня смотрят, видят это все. И я думаю, что наши мечты вернуться на родину и восстановить все то, что незаконно у нашего народа отнято в 1944 году, она восстанавливается. Она восстанавливается в соответствии с теми реалиями, которые сегодня произошли и существуют. Да, в те годы, далекие годы, когда мы находились в Узбекистане, на Урале, ну и в других местах, куда выслан был наш народ, мы добивались, я мягко буду говорить, добивались возвращения нашего народа на родную землю и восстановления всех наших прав, которые незаконно были отняты 18 мая 1944 года. И в этих целях, в движении нашем национальном, были разные направления, я бы сказал, разные направления, разные взгляды на вопрос, каким путем мы будем добиваться в решении тех проблем, которые стояли перед нашим народом в то время. Да, мы тогда, представители коммунистов, интеллигенции нашего народа, стояли на позициях обращаться только к руководству страны, партии, правительству. И делать все свои шаги и действия в соответствии с законами Конституцией Советского государства, законами Советского государства, опираясь на марксизм-ленинизм как главное учение советского государства. И
Это мы делали, исходя из логических наших мыслей и суждений, что раз живем мы в стране советской, и раз наши права были отняты против в унисон Конституции советского государства, то мы опять в соответствии с законами советского государства должны добиваться восстановления наших попранных незаконно прав. В этой плоскости я, как представитель нашего народа, 7 раз был в Москве в составе делегаций наших. 7 раз с очень уважаемыми, авторитетными людьми нашего народа. Рифат Ага, все-таки наша передача называется «Учфильджан Хаве». Учфильджан Хаве, да. Приступим к одному из главных священнодействий нашей передачи. Да. Как говорил известный герой одного из романов, нашумевших, Воланд, чтобы сделать какое-то дело, надо иметь хотя бы какой-то план небольшой. Да. Вот был у вас план тогда? Был, Рашид Бей. И этот план всегда был. И эти планы у нас обсуждались и принимались на республиканских встречах. Я участвовал. Вполне демократически, да? Да, да, очень на демократических принципах. Движение наше было такое свободное. Там не было выборов, как в последнее время мы ввели выборную систему и раскололись. Выборы приводят обычно людей к расколу. Это показывает мировая история. Хотя бы события на Украине. Вот как сталкивались огромные массы. Да и в Америке сейчас. Да, выборы, и в Америке да. вот сейчас идет. Вот яркая демонстрация, вот как друг друга охаивает президент. Раскололась Америка на 2 части, да. Поэтому мы тогда сознательно выбрали систему невыборную, добровольно. Кто хочет участвовать в национальном движении, он приходит, участвует. Если вдруг ему не нравится, он отходит. И принимались решения по действию тех, кто собирается, тех, кого мы призываем, приглашаем. В соответствии, я хочу опять вернуться, с законами советского государства. Но ни в коем случае не против. То есть никакой антисоветчины? Нет, никакой антисоветчины нету. Не должно было быть. Почему? Если ты идешь против государства, если ты говоришь вещи, которые идут вразрез с интересами государства, разве может руководство этой страны решать твои проблемы? Логически, давайте подумаем. Пусть на это обратят внимание все наши соотечественники. Оно, конечно, решит проблемы, но не в вашу пользу. Но не в пользу. Я помню, тогда была такая логика. Если враг о нас говорит плохо, значит, мы правильно делаем. То есть пусть говорят, значит, мы правильно делаем. Понимаете? Поэтому, чтобы не ошибались наши люди, мы тогда решили принять мандат. Мандат для тех, кто, будем говорить, находится в первых рядах национального движения. И вот у меня сохранился мой мандат, который выдали мне наши соотечественники, живущие на абразивном и инструментальном заводах города Ташкента, где мы с тобой работали, где я там был учителем физики в 58-й школе, где учились наши дети, где половина людей, живущих и работающих на абразивном инструментальном заводе, были это наши соотечественники. Всех мы их знали. И их дети учились в нашей школе, 58-й, которую ты знаешь. И мы тогда выработали этот мандат. И в этом мандате, вот я хочу зачитать первый его абзац.
мандат выдается Гадженову Рифату, то есть мне выдан был мандат, для внесения перед всеми инстанциями законных требований и стремлений крымско-татарского народа об организованном возвращении на свою национальную родину Крым и восстановление национальных прав на основе постановления в ЦИК и СНК РСФСР от 18 октября 1921 года, подписанного Великим Лениным. Вот так начинался мандат. Кто против этого что-то скажет? Никто. Правильно, да? Все было законно. И дальше здесь идет, обязывают меня, как представителя, обращаться во все инстанции. Как уполномоченного. Да, как уполномоченного. Поэтому мы тогда не боялись. И часто говорят, а почему вас вот не тронули? Почему вас вот других сажали, а вас не сажали? А потому что мы делали только в соответствии с тем законными положениями, которые существовали в государстве. И мы тайно ничего абсолютно не делали. Почему? Потому что мы же обращаемся к руководству страны. А почему мы должны тогда тайно делать что-то? Даже обращения, которые мы составляли, мы согласовывали с соответствующими партийными государственными инстанциями. И ни для кого это не секрет. И тогда ты имеешь моральное право завтра, послезавтра сказать: слушайте, мы с вами же согласовали. Обращения, которые мы составляли, мы открыто ставили перед партийными государственными инстанциями. Вот хочу показать такое обращение, которое было составлено нами. Он называется «Кандидатом». Тогда было в Советском Союзе, все решало Политбюро. Знаете, да? Если члены Политбюро и кандидаты в члены Политбюро, их было 22 человека, решат какой-то вопрос, то вопрос будет решен, и вся страна будет «за». Так же было. Поэтому мы решили обратиться к членам и кандидатам в члены Политбюро ЦК КПСС. И сделали это обращение 25 экземпляров. Почему? 22 – это каждому в отдельности надо давать, потому что если копию дашь, то скажут, почему мне копию дать? Неуважение. Неуважение. И решили 25 местах подпись собирать. Но чтобы со всего народа не собирать, потому что весь народ хотел вернуться на родину, дальше все хотели, чтобы наши права в Крыму были восстановлены. И это была истина, которая не требовала никаких доказательств, поэтому мы написали очень доброжелательным тоном в адрес каждого, начиная с Леонида Ильича Брежнева и кончая всеми другими кандидатами. Но я не буду сейчас зачитывать все обращения, для этого времени у нас не хватит. Но тон обращения очень доброжелательный, уважительный, с просьбой «решите, пожалуйста». Когда обсуждалось, некоторые начали говорить, надо более твердо писать. Не просим, а требуем надо писать. Но мы, сторонники мягких таких методов ведения движения, говорили, но от того, что требуем или просим, ничего не меняется. Но когда говоришь «просим», человек, который смотрит тебе в лицо, он думает, если человек просит, почему бы не делать? Да. Так же, да, в психологическом плане. И вот написали о том, что прошел 31 лет с тех пор, как был выслан крымско-татарский народ со своей исторической родины Крыма. 9 мая 1975 года все человечество отметило 30-летие победы над фашизмом. Глубоко затронула и взволновала нас предпраздничная речь Леонида Ильича Брежнева. Особенно запечатлели слова «Победа, которая завоевана в сражениях Великой Отечественной войны. Это победа
нашего героического рабочего класса колхозного крестьянства, нашей интеллигенции, победа всего многонационального советского народа. И мы дальше пишем, что в этой войне участвовал и наш народ, наши воины. У нас герои Советского Союза, дважды герой Амитхан Султан, перечислили всех других героев. И когда читают это обращение, у тех, кто должен решить этот вопрос, не появляется желание не решать. В крайнем случае он не может сказать. Какого-то негатива не вызывает. Да, негатива нету, понимаете? И вот такой подход, он, как бы не хотели решить вопрос, но наталкивает, что надо решить вопрос. И вот среди руководства страны, среди общественности Советского Союза, среди русских, среди узбеков, среди азербайджанцев, среди грузин даже. Мы ко всем ездили. У всех, когда прочитали вот это обращение, появилось, да, надо решать этот вопрос. Народ просит. Народ незаконно был выслан. А раз незаконно, надо решать. Поэтому эту мысль мы... И кто подписал это обращение? Самые авторитетные люди нашего народа. Многие из них сегодня ушли на тот свет. Но память о них осталась. Вот здесь их подписи. Среди подписавших 3 героя Советского Союза нашего народа. Решидова Абдриим ага. Вот к нему ездили мы лично с Еминовым Русланом, моим товарищем, которым всю жизнь мы в движении находились. С Изидиновым Изетом, Мустафаем Османом, они сейчас Калафатовым Энвером и многими другими товарищами, которые мы в это движение влились. И вместе Джипарага, Бекрага, самыми авторитетными, уважаемыми людьми нашего народа, которые были первыми в 1956 году, они начали наше национальное движение. А мы с вами, молодежь, потом к ним присоединились. И эти люди никогда, они не говорили, надо кричать, надо ругаться. Они призывали всегда нас вести себя этично, порядочно. Интеллигентно. Интеллигентно. Да. То есть Джипарага, я помню, говорил, балар, лафетенде гулюб лафетнес. Гулюб. То есть, когда у человека на лице смех, Улыбка. улыбка, да, улыбка. Это говорит, что он доброжелателен. Он хочет добра, он сеет добро. Бекрага немножко более требовательный. Он говорил, оджам. Оказывается, Джипарага учил Бекрага. Бекрага был младше его. И он говорит, оджам, кмерді хатты сөйлейш керек. Хатты, да? То есть, вот какие были люди во главе нашего национального движения. Оба они были коммунистами. И помню еще Умерова Бекрага из Самарканда. Он был член партии с 23-го года. 23-го года член партии. Вот они, это были те люди, которые как раз советскую власть устанавливали в Крыму. За 20 лет страна была в разрухе, да, после революции. Но в Крыму, хотя сегодня нелестно отзываются о Советском Союзе, нелестно говорят о тех, кто... Я лучше так скажу, не все отзываются. Не все, да, не все. Но надо сказать должное. За 20 лет в нашей, тогда, я бы сказал, разрушенной, голодной стране, в Крыму, на нашем крымско-татарском языке 300 с лишним школ открыли. 350 садиков открыли. А сейчас мы не можем быстро делать это все. Конечно, это меня... Но делается. Он делается, но немножко медленно делается. И наш начинает, и мы тоже иногда начинаем возмущаться. Но я сегодня, перед тем, как сюда вот ехать к вам,
Зашел в фонтанах в школу посмотреть. Думаю, посмотрю вот перед как раз выступлением. Часто сейчас говорят, это школа 5 президентов. Ну, сейчас уже Владимир Владимирович Путин решает эти вопросы. Я сегодня зашел туда и увидел. Вот после войны, Рашид, когда разрушенные села, города строили, вот так идет там работа. Там вся техника брошена, все. Красиво школа выглядит. И я уверен, что эта школа в следующем году, в сентябре откроет. Я хочу, чтобы вы тоже присутствовали, снимали, показывали всему миру, что вот, работа делается. Правда, медленно, но хотелось бы быстрее. Хотели в этом году открыть. Ну, делают. Делается. Значит, у нас есть уверенность, что будет делаться. Я хочу снова вернуться к письму, с которого я начал и перешел на это. Здесь подписали такие авторитетные люди. Понимаете, хотелось бы о каждом сказать. Вели Сулейман Ага. Если сегодня увидят его дети, я хочу вынести огромную благодарность, что этот был прекрасный человек, который всю свою жизнь посвятил решению проблем нашего народа. Он бывший участник войны. Он первый из комсомольцев, который в Крыму, в Ялтинском районе создавал комсомольскую организацию, устанавливал советскую власть, поднимал сельское хозяйство. И не случайно из-за того, что ведь эти люди были в первых рядах. Вагапов Осман Ага, Баку, профессор, подписал. Мы ездили к нему домой, и он говорит: Рифат, я бы очень хотел, чтобы с вами поехать в Москву и передать это обращение, участвовать в этом. Ну, я сегодня учитель, я не могу бросить работу. Ну, конечно, да. Касымов Яяга, бывший нарком юстиции Крыма, Новороссийске жил. Мы с Русланом Еминовым заезжаем к нему, и он говорит: хотя я болею, но я поеду с вами. И он подключается к нам. Приезжаем в Симферополь, Решидов Абдрим Ага, герой Советского Союза. Заходим к нему домой. С супругой, они жили на 2-м этаже. Он увидел нас, обрадовался, обнял и заплакал. И говорит: Рифат, поеду с вами. Только супруге тоже скажите, чтобы она не говорила, что ты там будешь. Да. И мы поговорили с супругой. Она сказала: даю добро. И мы, собрав всех в Крыму, делегацию эту авторитетную, из 7 человек, зашли сначала в облсполком. Нас принял тогда зампред облсполкома Барановский Василий Владимирович. Но я не хочу сейчас говорить то, что он сказал. Было ли в национальном движении вот такая организация, что ли, или подорганизация, как юридическая служба, которая бы готовила документы, давала бы добро на их публикацию? Нет, Рашид, не было, потому что любые обращения, в том числе и вот это, обсуждались на республиканских встречах. Автор обращения отстаивал. Я помню даже первые обращения, которые мы в доме Мустафа Халилова обсуждали в Ташкенте, Большевик 20 улица, помнишь, ты тоже приходил туда? Мы обсуждали обращение к 23-му съезду КПСС. Его составлял Дагджи Тимур. Тимур Ага сейчас жив, вот, он не даст соврать. И тогда это обращение составляли очень долго. Каждый вносил свои предложения и так далее, требования и так далее. То есть обращения все абсолютно обсуждались на республиканских встречах и принимались большинством. Но те, которые не принимались, авторы имели как бы право от себя это сделать. То есть лично?
лично, или группа, которая может их поддержать. Но всегда мы, то есть основное ядро республиканского, инициативная группа, тогда мы называли, основная группа, она всегда была на правильном, трезвом пути, что делать все только лишь в соответствии, я еще раз повторяю, с законами государства, в соответствии с Конституцией государства. Ну, ни в коем случае не против идти. Маленькое отступление хочу сделать. В Крыму Мубиин, он же жив еще, наш друг, встретился с украинскими националистами в Ялте. Отдыхал когда. И он говорит, приехал, вернулся с Крыма, и на встрече у Мустафага в Ташкенте говорит, что вот я встретился, и украинские националисты хотят нас поддержать в наших требованиях. Долго обсуждался этот вопрос, встретиться ли с украинскими националистами или не встретиться. И кто они вообще представляют. Обсуждался этот вопрос в доме Халилова Мустафага. Участвовал на этой встрече Бекирага, Джипарага, Умеров Бекирага из Самарканда, сам Мустафага Халилов, Силимов Мустафага участвовал. И они, обсудив, сказали, давайте направим туда тебя, Мубиин, и Рифата, то есть меня. И мы с Мубиином, это долгая история, приехали в Киев, встретились. Встреча была под Киевом, где-то в лесу. Но что было мне поручено сказать от имени нашего национального движения? Что мы благодарны вам, что вы хотите нам помочь и поддержать. Но наше национальное движение обращается только к руководству партии страны, но никому-то больше. И только мы в соответствии с законами советского государства будем добиваться решения наших проблем. А они, конечно, были немножко другого, диссидентского направления. Пусть не обижаются на меня сегодня диссиденты. На волне нашего национального движения появилось диссидентское движение. Не они, а наше национальное движение, опирающееся на законы государства. Ну, я не хочу сказать, что мировое сообщество не имеет никакого веса. Нет, конечно, имеет. Из добрых побуждений, если они обращались, поддерживали нас, спасибо им, конечно. Но движение наше в своей основе, еще раз подчеркивает, четко было адресовано только руководству страны, государства, в котором мы живем. И вот это обращение хотелось бы сейчас написать в средствах нашей информации, в газетах и так далее. Пусть люди знают, как мы тогда писали, чего добивались и добились. Да, как шла борьба. Да, как шла борьба. Рифат ага, я еще хотел вас спросить. Мы долгие годы прожили среди узбекского народа. Вы напрямую работали в школе, да, вот да, директором школы? В школе, депутатом Ташгорсовета. Да. Как складывались взаимоотношения активистов движения с узбекской интеллигенцией? Очень доброжелательно. Очень доброжелательно. Во-первых, самое трудное время, я хочу сказать, я был еще тогда мальчиком, но помню, вот нас привезли и бросили, ну, дали такие заброшенные дома. Ну, в крайнем случае мы заселились в Ташкентскую область, Беговатский район, совхоз Дальвирзин номер 3, отделение 4. В одном доме вот 2 комнаты были. Одна семья в этой комнате, другая семья, мы были рядом, жили. Вот в одном доме жили. В очень плохих условиях находились мы тогда. Но узбекские семьи, сразу соседи, потихоньку, сначала о нас плохое мнение распространилось
ну, руководством, будем говорить, того времени, что как будто вот везут предателей, изменников Родины и так далее. И это в какой-то степени насторожило сначала население. Но потом, с течением времени, эта настороженность, они увидели, что это такие же люди, как они. Это такие же люди, которые мыслят, смеются, радуются. Такие же труженики. Такие же труженики. И они повернулись к нам. И Сулейман Ага, сосед Сулейман Ага, пришел и говорит, видит, что у нас плохо, наша семья голодная, живем в плохих условиях. И говорит, вы помогите мне, и я возьму Халиля, брата моего одного брата, он взял себе как в сыновья, он у него работал, и каждый день он приносил банку молока и одну лепешку. И мы, то есть за счет вот этого, как бы немножко поднялись. То есть узбекский народ нас принял доброжелательно, в общей массе. И со временем, я чего хочу сказать, Узбекистан стал как бы для нас второй родиной. Мы там поднялись. Раз появились смешанные братья, конечно. 4 наших министра, наши крымские татары были, Сервер Ага Амеров, да? Таиров, Сетмемет Ага, стал секретарем обкома партии в Узбекистане, когда еще мы не были реабилитированы. Поэтому в отношении узбекского народа мы отзываемся с огромной благодарностью и говорим «Рахмат». Рахмат. Каким вам видится будущее крымско-татарского народа вот в ближайшее время? В плане происшедших в стране изменений, в плане том, что Крым вернулся, я хочу сказать, вернулся. Это многие говорят не так, как это действительно. Крым всегда находился в составе России и Российской Федерации. Даже и восстановление Крыма АССР, Крымская наша республика, была в составе Российской Федерации. Это сам факт говорит о том, что мы находились в составе Российской Федерации. И, между прочим, когда вопрос возвращения решался, Никита Сергеевич немножко против нас плохо выступил. Он вернул почти всех репрессированных с восстановлением автономии. Между прочим, это в 1956 году есть законоположение. Между прочим, эти законоположения очень хорошо изложены в книге Эскендера Умерова, нашего дорогого друга, пусть он тоже слышит. И я адресую сегодня всех наших соотечественников обязательно приобрести книги Эскендера Умерова. Там очень хорошо подробно написано, как этот вопрос решался. Но Никита Сергеевич, вернув незаконно высланных, почему-то нас обидел. Забыл. Не забыл он. Он, оказывается, решил Крым сделать, Крым он передал в состав Украины. Как это проходило, мы прекрасно знаем. Но мы не хотим сегодня обидеть ни украинцев, ни русских, никого не хотим. Мы хотим видеть будущее наше в единстве. Вот мне очень не нравится, когда говорят, вот они, мы. Мне хочется видеть наше будущее вместе. Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, да и другие республики, они в течение 70 лет и больше настолько срослись, что их разъединять, расчленить нельзя было, недопустимо было. Это было, я бы сказал, это как бы ножом разрезали их. Не надо было устанавливать эти границы. Наши люди настолько взаимопроникли друг в друга. Это была монолитная страна. И оно сейчас тоже таким же остается. И мне непонятно, почему сегодня
ну вот мы, Россия и Украина, находимся, я не хочу сказать во враждебных, в недружественных отношениях. Недавно, Прохладных, скажем. да, недавно мы в Намусе подняли этот вопрос. В Совете старейшин Крымско-татарского мы подняли это. Мы хотим сейчас обратиться к Владимиру Владимировичу Путину и Петру Алексеевичу Порошенко с убедительной просьбой: встретьтесь, договоритесь, остановите вот это противостояние. Мы хотим обратиться к Верховной Раде Украины, к Госсовету нашему, в котором сейчас и представитель нашего народа Руслан Исмаилович, он молодой еще. Он молодой, я говорю, Руслан наш. Но перспективный. Да, перспективный. Его, вот смотрите, вот, ну, не в упрек, я хочу сказать, ну, его вот сегодня, собственно говоря, сам Владимир Владимирович Путин, президент страны, содействовал, чтобы он был в высшем законодательном органе нашей страны. И он там замминистр по межнациональным отношениям. Естественно, мы через него сейчас будем обращаться, просить, чтобы те проблемы, которые сегодня еще не решены, мы будем просить, решайте. И еще хочу сказать, очень важный фактор. Вот раньше мы годами обращались к руководству страны, просили приема, ездили в Москву, в Киев, ну, везде. В Баку вот я лично ездил. Нас не принимали. Даже говорили иногда, нет такого вопроса. Мы говорим, как нет? Ну вот же мы же, представители народа, просим, а вы говорите, нет вопроса. Ну, не принимали. А Владимир Владимирович Путин за 2 года, это не лесть моя кому-то, нет, за 2 года, это факт, 5 раз встречается с представителями нашего народа. 5 раз. И говорит, пусть телевидение показывает, что он говорил. Он говорит, товарищи, ваш вопрос будет решаться. Решается. Он издал указ, в соответствии с которым восстанавливаются наши права. Правда, медленно, но нам хотелось быстрее. Но вот одна из делегаций, с которым Владимир Владимирович встретился в Сочи. Сочи, вот смотрите, он стоит в середине, президент страны, по бокам представители нашего народа, вот, между прочим, Руслан, он тоже вот среди них. Так, Константинов Андрей Владимирович, Аксенов Сергей Валерьевич, все они, вот смотрите, все они вместе в Сочи думают, как решать проблемы нашего народа. Разве это не отрадно? Разве это не должен нас радовать? Должен. И мы должны сказать за такое отношение к нам спасибо. Но мы немножко черствыми стали. Нам хочется все, чтобы сразу делалось. Да, я тоже хочу. Я тоже хочу. И очень, ну, часто мне вот наши соотечественники говорят, Рифат, ну вот гезесіз, варасыз, япасыз, балаларымызды қапайлар, нелер вот харши ишлер япайлар. Мы говорим, пожалуйста, разговаривайте с нашими людьми доброжелательно. Мы к органам тоже обращаемся. Сам Имрали, муфти наш, встречается с разными представителями религиозных наших этих течений и просит их, чтобы они свои действия строили и направляли в соответствии с законами нашей Российской Федерации. Как это мы делали при Советском Союзе, да? Я говорил об этом. Вот этот настрой должен быть соблюден нами, всеми, в том числе и с представителями ну, разных течений. Я не буду сейчас перечислять их в религии. Да, при Украине эти религиозные общины и течения, будем говорить, разрешались. Мне кажется, сейчас им нужно подумать,
и сказать, что ну, раз в стране эта религиозная организация запрещена, надо, значит, свою деятельность в сфере этой религиозной организации прекратить. И как все другие мусульмане, пожалуйста, 300 религиозных общин в Крыму, наших, да, 300 мечетей. Пожалуйста, идите, молитесь, Да. делайте. В конце концов, ислам один. Да, ислам один. Между прочим, Мухаммед Пейгамбер всегда призывал к прощению. К прощению он призывал. Он всегда говорил, что «Бринджи Аллах, экинджи падиша». А Еще почему? приведу его слова. Да. Он говорил, очень люблю верующих, но не люблю фанатиков. Да. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим ребятам. Пожалуйста, будьте доброжелательными, не будьте категоричными. Жизнь дана не только для загробной жизни. Жизнь дана, чтобы здесь мы жили, на этой земле. Да. На этой земле. Поэтому надо ценить эту землю. Конечно, мне очень жалко, обидно детей и жен, тех, которых вот, ну, недавно там арестовали. И хотелось бы нам, Совету старейшин, встретиться с этими ребятами, поговорить, и, я бы сказал, поставить их на верный путь. Вернуть их на правильный Вернуть путь. Да. на правильный путь. Вчера, между прочим, передача была из Киева, тоже аналогичный, муфти Украины выступал, и тоже аналогичные взгляды он говорил. Но он, правда, говорил, что пек мухайт волжгерек с мулькун. А я хочу сказать, искренне надо это делать. Не просто так, из-за боязни и так далее. Надо Да. искренне. Искренность – самая есть лучшая черта в человеке. И когда вот ты искренне говоришь, и говоришь правду, даже человек, который тебе не любит, не хочет тебе хорошее делать, он думает, ну как можно отказать такому человеку? Рифат ага, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Так. И я бы хотел сказать вам от лица нашего канала, от лица наших телезрителей большое спасибо за ту работу, которую вы делали все те прежние годы, и ту работу, которую вы делаете сейчас. И напомнить нашим телезрителям, что сегодня у нас в эфире был активный участник национального движения крымских татар, ветеран национального движения, бывший директор Ташкентской школы, физик по образованию, педагог Рифат Гудженов. Желаем вам здоровья, многих лет и как можно чаще бывать у нас вот на передаче. Видите, кофе всегда, пожалуйста. Спасибо большое. Будем помогать вам, будем поддерживать. Мы очень рады, что наш телеканал работает. Хотим вам успеха в ваших добрых этих начинаниях, в этих добрых делах. Огромное спасибо. Спасибо руководству республики, страны за то, что такой вот прекрасный канал нам дали. Мы об этом мечтали раньше. Мы об этом мечтали годами, чтобы у нас был. Он есть сегодня. И я обращаюсь ко всем нашим соотечественникам. Почаще приходите сюда, делитесь своим мнением и добрыми намерениями. И тогда, я думаю, наше будущее будет прекрасным. Чоктан-чок тешеккур. Большое спасибо, дорогие телезрители. До новых встреч.